Самые главные новости Могилевской области за неделю. Постараемся коротко и ясно. В студии Вероника Дробышевская. Поехали. Экс-сотрудница Могилевского драматического театра Ольга Семченко уехала из Беларуси. Девушка не раз подвергалась репрессиям за свою гражданскую позицию. О своем отъезде Оля написала в Фейсбуке: «Шлю вітання з далекой Псковщины, где я сподеюся, меня больше не будут переследовать». Ольга Семченко стала первой женщиной в Могилеве, которую посадили на сутки за участие в мирных митингах. В начале февраля девушку снова вызывали и провели профилактическую беседу, а через неделю уволили из театра. Могилевского активиста Станислава Павлинковича, который отбывает наказание по уголовной статье в Крупках, поставили на профилактический учет, как склонного к экстремизму. Правозащитники пишут, что у активиста не было ни одного взыскания. Об учете Павлинкович узнал от оперативного работника, когда его вызвали на разговор. Учет, на который поставили активиста, никаких последствий не несет, будут лишь дополнительные профилактические беседы. Это со слов работника. Активист также рассказал, что условия содержания у него нормальные. Напомним, что суд приговорил Павлинковича к 2 годам химии за оскорбление судьи Оксаны Ратниковой. Могилевского активиста и переводчика товариства белорусской мовы Анатолия Просоловича, которого судили на 7 суток ареста за репост публикации с логотипом, который внесен в республиканский список экстремистских материалов, предупредили о возможном уголовном деле. А еще пригрозили, что могут присудить 60 суток ареста подряд. Эту информацию активист узнал от начальника отдела охраны, правопорядка и профилактики Ленинского РОВД Тимура Пахоменко. А еще к активисту не пускают адвоката, ссылаясь на то, что якобы нет мест и на карантин. Школьники работали курьерами в онлайн-магазинах, которые сбывали опасные психотропы. Теперь подросткам грозит уголовная ответственность, сроки большие, максимальные до 25 лет лишения свободы. По информации МВД, 52 ученика проходят по подобным уголовным делам, связанным с оборотом наркотиков. Друг дал контакты администратора магазина. Я ему написал, меня туда устроили. Если хотите заработать денег, то зарабатывайте их лучше легальным образом. В Могилеве снова проблемы с дорогами. Подписчики одной из групп ВКонтакте поделились фотографиями дороги около моста через Дубровенку в районе улицы Лазаренко. Это не яма, а дыра, пишут могилевчане. А когда пойдут дожди, дырка станет сквозной прямо в реку. Похожую картину увидели и недалеко от берега Днепра, только там оставили открытый люк. И все это выглядит как дыра в земле. В такую ямку очень легко провалиться, попросту ее не заметив. Могилевчане, которые случайно нашли этот люк, написали, что он находится недалеко от скейт-площадки рядом с городским парком Подниколье. Могилевчане борются за деревья, которые уничтожили из-за строительства кардиохирургического корпуса областной больницы, и написали в Могилевский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. На что им ответили, что все по проекту, который имеет положительное заключение со стороны государственных органов. Предусмотрены посадки медленно растущих деревьев в количестве 207 штук и 606 кустарников красиво цветущей породы. А еще жители поблагодарили за неравнодушное отношение к вопросам охраны окружающей среды. Посадки, которые компенсируют ущерб, обещают после каждой вырубки, но от этого город зеленее не становится. Могилевский университет продовольствия теперь называется Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий. Указ о переименовании недавно подписал министр образования. 2 награды увезли с собой спортсменки из Могилева и Бобруйска. Первенство Беларуси по шахматам среди юношей и девушек. Первая победительница — бобруйчанка Ксения Зеленцова. Она набрала 8 очков, выиграв 7 партий и 2 сведя в ничью. Имя второй победительницы — Вероника Абрамкина. Девушка привезла серебряную медаль. В климовческом филиале «Бабушкина крынка» будут выпускать кислотно-щелочные моющие средства. Специалисты подсчитали, что эта продукция будет востребована не только холдингом, но и другими предприятиями агропромышленного комплекса. По словам директора, первым продуктом будет жидкое мыло. В дальнейшем стоит задача расширить линейку до 10-15 видов продукции. Поспособствует ли новое производство появлению рабочих мест в Климовическом районе, покажет время.
Наши журналисты ранее рассказывали, что здесь существует серьезная проблема с трудоустройством. Ведущие предприятия, ликероводочный завод и комбинат хлебопродуктов находятся на грани выживания. Ряд предприятий и организаций ликвидированы, либо сокращают коллективы. В Драбинском районе инспекторы ГАИ задержали пьяного мотоциклиста. С первого раза остановить водителя не получилось. Пришлось играть во взрослые догонялки. Сначала мужчина ехал по проселочной дороге, а когда добрался до леса, то бросил свой мотоцикл и пустился в бега. Когда мужчину задержали, выяснилось, что у него нет прав. Кроме этого, меньше года назад его также привлекали к ответственности за вождение машины в нетрезвом виде. В Глузке водитель Ауди въехал в толпу людей из-за того, что поссорился с компанией отдыхающих. По информации, которая есть у МВД, перед закрытием бара посетители вышли на улицу. Двое из них сели в Ауди и протаранили компанию, стоящую на тротуаре возле входа. В результате наезда пострадали 5 мужчин, одного увезли в больницу. Водитель, который наехал на людей, попытался скрыться. Когда его задержали, то за рулем оказался 34-летний бобручанин. Следователи возбудили уголовное дело за покушение на убийство. Выходим из машины быстро! Ключи достаем и зажигание. В Осиповичском районе, где проходят совместно российско-белорусские военные учения, ракетный комплекс протаранил частный дом в деревне Моисеевичи. К счастью, хозяйка дома осталась жива. В момент столкновения женщина вышла на улицу, но скорую все же вызывали, так как у нее поднялось давление. Сейчас жить в доме невозможно. По словам дочери, он перекошен, состояние конструкции позже оценят специалисты. А пока пожилую мать она заберет жить к себе в Осиповичи. Известно, что техникой управлял молодой солдат срочной службы. Сейчас солдаты сами ремонтируют дом, в который въехал военный. Другие репортажи и эфиры со студии 6 ТВ смотрите на YouTube-канале. В программе журналиста Владимира Лапцевича «Судовый конвейер» смотрите о громком деле. Как могилевчан судят за кукол с лицами чиновников. В прямом эфире журналиста Александра Буракова в студии 6 ТВ лидеры партии протестов. Гости обсудили приближающуюся избирательную кампанию. В исторической программе, которую ведет Алексей Батюков, смотрите про гибель Андского союза. В новом выпуске программы «Режимный объект» с Лерой Лепишевой смотрите про то, как власти давят на могилевскую журналистку. Ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте подписываться на канал.